День всем, кто настроился на наш канал «Аспекты Башкортостан». В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня понедельник, 8 апреля, в Уфе, ровно 11 часов дня. Моя собеседница, руководитель автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр» Дилара Гундорова. Добрый день. Здравствуйте, Разив. Здравствуйте, аудитория «Аспекты». Напомню, что программа идет в прямом эфире в Ютубе. Не забывайте ставить лайки, комментируйте, пишите вопросы свои нашему собеседнику, собеседнице. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Расшифровку нашей беседы вы можете позже увидеть, найти в Ютубе, а также в телеграм-канале «Аспекты». Для желающих финансово помочь редакции есть в описании к трансляции ссылки на сервисы Boosty и Donation Alerts. Ну, первый вопрос, наверное, общий такой. Дилар Закуновна, чем для вас запомнился прошедший месяц? Напомню, что последний раз мы встречались 13 марта, буквально за пару дней до выборов президента России. Ну, собственно, вот это вот послевыборная лихорадка единственное, чем она и запомнилась, потому что событий на самом деле как таковых ярких нет. У нас даже власть покинула, да, вот тут недавно на 1,5 недели, и, собственно, республика и не заметила. Есть события скорее внешнего фона, вот прилет БПЛА в Татарстан, вот такие, скажем, кризисные моменты. Ну, теракт, наверное, в Крокус-Сити. Да, ну, теракт в Крокус-Сити, это, ну, сама по себе вопиющая история. Естественно, вот они все и фанили. То есть возникли какие-то катаклизмы в стране и в мире, скажем так, и, собственно, они только у нас были в новостной повестке. Ну, а экономику, собственно, я регулярно освещаю в своих постах. Она, по-моему, и так уже всем знакома. Недавно я смотрел пост в вашем телеграм-канале, вы написали, что перед Владимиром Путиным встанет целый ряд вопросов, на которые он должен дать ответ. И вот могу процитировать. Засилие олигархических группировок, разграбление ими территорий субъектов, отсутствие обратной связи от власти для народа, кадровая политика, будущие ориентиры, специальная военная операция, много-много чего. Самое важное, когда мы будем жить нормально, работать, получать достойную зарплату, быть уверенным за будущее детей. Там же образование, еще безопасность и свобода мнений. Вот что из всего этого большого перечня вы считаете самым важным? Ну, собственно, самое важное для людей – это то, что про них. Соответственно, вот я и говорю, самый главный вопрос, когда наступит вот эта некая стабильность, некая уверенность, некая, скажем так, уверенность в безопасности в первую очередь. И люди, естественно, на это больше реагируют, потому что повысилась тревожность в обществе. Вот мне буквально там вчера женщина писала, я, говорит, спать не могу, успокойте меня. Вот у меня вплоть до таких, как говорится, сообщений начало приходить. А все остальное уже, может быть, я, скажем так, достаточно прямолинейно выложила, но они, правда, есть эти вопросы. У нас субъекты вибрируют. Некая, скажем, достаточно жесткая, где-то даже я ее уже называю временами репрессивная политика федерального центра в отношении, скажем так, возможно, даже где-то инакомыслия, да, какого-то отклонения от единой политики партии, она уже сегодня фактически как факт присутствует, и люди не знают, это надолго, это навсегда. Да, человек, существо такое, он ко всему привыкает. Мы привыкли раньше ездить за границу, отдыхать весело везде, теперь отвыкли в связи с событиями СВО. Еще какие-то моменты, скажем так, которые ухудшают качество нашей жизни, в первую очередь, вот просто обычной человеческой жизни. Люди готовы, кстати, примириться с этой политикой федерального центра, но они абсолютно не понимают, куда этот курс лежит, от чего не надо отклоняться. И вот это отсутствие обратной связи, о которой я и говорю, она сегодня присутствует. То есть, ну вы скажите вот эту, так скажем, нормальную линию поведения. Вы чего от населения ждете? Потому что законы никто не читает, законы уже никто не понимает. Полемика Государственной Думы – это вообще какой-то цирк уже превратился. Мы одним днем принимаем противоречивые законы, уже, по-моему, все эти признают. Если речь идет уже о каких-то сложных вещах, их никто не объясняет. Все уже смирились, что нормотворческая деятельность, что, скажем, какая-то даже общественная деятельность, она от населения убрана. Вот у нас очень серьезный разрыв так называемых официальных институтов от страны в целом, от обычных людей. Середины нет, бюрократия, ну тут уже я с прискорбием сама говорю, она перестала работать. Ну вот в чем-то схоже с вами мнение Екатерины Дунцовой. Мы разговаривали в пятницу с ней, и я спросил ее, в чем самая главная проблема для нашей страны. И мы пришли к выводу, ну, с ее слов, что это главная проблема отсутствия диалога между властью и гражданами, между людьми. Между властью и людьми. То есть вот этого диалога, как раз этой обратной связи, вот, по ее мнению, нету. Это, она считает, ну, такой одной из больших проблем, важных проблем в стране. Разив, там ведь формально все создано. Вот в чем проблема. Вроде
Вам нужны общественные институты? В НАТИ есть эти общественные палаты. Есть какие-то там аношки, да, для гражданского, скажем так, выражения мнений, каких-то реализаций инициатив. Но если я сегодня точно как бюрократ смотрю, но те люди, которые возглавляют эти структуры, мягко скажем, страшно далеки от народа, и их выходы к народу что-то как-то не срабатывают. Вот этот вот выход Гайсина из СПЧ, да, на помощь Баймаку, что-то там пару, скажем так, выступлений, и на этом все стухло. При этом ребята как сидели, так и сидят, как им нужны адвокаты, так и нужны. Семьи как остались без внимания, так и остались. И, собственно, проблема-то не решается. И, ну да, это такая вся общественная, официальная общественная жизнь превратилась в индустрию зарабатывания, потому что все эти структуры существуют, извиняюсь, на субсидиях и грантах, и они их отрабатывают и уходят в сторону. То есть даже вот эти, пускай формализованные общественные институты, стали просто машиной по отработке работы какой-то за деньги. А вот той искренней общественной инициативы, того реального запроса населения и реальных ответов, да, у нас население бывает и неграмотное, бывает местами и неумное, бывает местами и очень, скажем так, кипишное, да, которое не готово слушать. Но власть, я не вижу вот этих шагов, что она прямо идет навстречу и готова выслушать, понять и попытаться проработать вопросы. Ну, вот буквально примеры свежие. Вот мы в пятницу об этом не успели рассказать. Сегодня только рассказали о ситуации в Гафурийском районе. Там депутатам райсовета предложили, значит, поправки в приватизацию муниципального имущества, в план приватизации внесли несколько объектов, причем с нарушением регламента, не предупреждая, не рассмотрев на депутатской комиссии, как положено. Вот. И, как считает депутат, который с нами общался, депутат Искандаров, за бесценок. То есть там школу, детский садик, школу, детский лагерь оздоровительный, например, в том числе, Ну, я пытаются знаю. продать. И депутаты, причем при первом голосовании были не согласны многие, пришлось переголосовывать, и какой-то взять паузу временную, убеждать, ну, исполнительная власть, местная, ну, администрация убеждала депутатов. В итоге большинство проголосовало все-таки за план приватизации, только один остался против, хотя вся общественность, там, ветераны боевых действий в Афганистане, например, они против. Ну и многие другие тоже против. Я очень хорошо знаю Гафурийский район. Я знаю, почему это происходит. Расскажите, почему. Смотрите, Гафурийский район, у нас такой стабильный среднячок, у них есть очень хороший доходный сектор, было два, на самом деле, хороших доходных сектора. Это первый, собственно, санаторий Красноусольский. Второй доходный сектор, это у них была сельхозка, у них там есть элеватор, да, вот все, что связано с этим. Мы, собственно, и как познакомились с Гафурийским районом, да, ну, помимо плановой работы в ГКУ и ВИАЦ, Гафурийский район нам четко сказал, у нас пропал НДФЛ от вот этой группы сельхозпредприятий по одной маленькой причине, давайте говорить прямо, нынешний директор Рощинского, господи, как его фамилия, Рафиков, по-моему, собственно, увел, давайте тоже так же говорить, вот эта вот вся история с ПК «Урожай», мы ее потом подняли на ЕГРН, как уводили, по-моему, оно называлось «Белое озеро», на кооперативе «Белое озеро», висел этот элеватор, как его увели, и увели весь НДФЛ. Собственно, это уже было отдельное наше потом большое расследование, как уводили через вот эту, ну, собственно, я и в докладе потом показывала на народном правительстве, как уводили вообще агропроизводство из-под, скажем так, районов и, мягко скажем, оптимизировали налоговую базу. На конце район лишился всего в части доходных поступлений, а Красноусольский, ну, давайте так, вот это превращение его сначала в ковид-центр с непонятным освобождением тоже от всего, район просто потерял в доходах еще от Красноусольского. То есть реальная причина объективно есть для того, чтобы продавать имущество? Да. Не хватает денег, да? Денег просто у них не хватает. Это безвариантная история. Вы, депутаты, когда свой бюджет утверждаете, вы должны четко определять, из каких источников он будет пополняться. Если вы дали уйти до этого, да, доходным источникам, сейчас без вариантов, чтобы сбалансировать затраты, ту же себе зарплату, кстати, вы будете продавать то имущество. За бесценок, там не за даже бесценок. школьные автобусы продаются. Вот, я посмотрел список. Ситуация-то, вот я уж сколько из ГКУ ушла, да? 2 года практически прошло. А там мы начали работать, это года 3-4 назад. Ну все, кризис в Гафурийском районе. Да,
глава района, насколько я в курсе, Чингизов очень любит тратить. С этим его желанием бесконечным никто в районе сделать ничего не может. Тратит он как умеет. Давайте так, есть там вопросы. Есть, я могу честно сказать. И логично, что район не добирает, скажем так, денег. Мы периодически в режиме ошпаренной кошки на конец года, да, мы всегда выравнивали Гафурийский район, им всегда не хватало закрыть бюджет на конец года, просто на выплату заработной платы. У них реально аховая ситуация, и поэтому сегодня они выставили на продажу ровно по той цене, чтобы хотя бы кто-то что-то купил. Поверьте, эти активы в таком безобразном состоянии, что они даром никому не нужны. Ну, там есть разные ситуации. Возможно, кто что-то и хорошее продает, там, условно говоря, тот же детский лагерь оздоровительный. Нет, это не хороший актив. Никто не покупает детские оздоровительные лагеря. Их единственное можно купить только в одном случае, если район пойдет на второе нарушение. Это изменение, да, его территориальное предназначение, да, и, соответственно, изменение его назначения. Ну, то есть там, по идее, можно построить что-то, там земля, скорее всего, дорогая, я так понимаю. Нет, земля там никакая, давайте честно. Ну, место, может, хорошее там. Даже место сегодня в Гафурийском районе не красят. Там есть Красноусольский, он по определению отвлечет на себя очень много, скажем так, туристов, если кто-то туда случайно залезет, в этот район и заедет. Да. Сам Гафурийский район, к сожалению, не является там привлекательным туристическим маршрутом. Они стараются, это я знаю, но, увы. Нет, это не живопись, как в Заурале, да, куда можно специально теоретически ехать. вообще у этого района, раз мы уж о нем говорим, есть какая-то база доходная? То есть могут они сами себе обеспечить? Да, при этом я могу точно сказать, но давайте так, район не в состоянии сделать с тем уровнем административного увода активов и оптимизации, который я подчеркивала на том же агросекторе. Это не в их силах, это, извините, вот эти все скандалы вокруг Алексеевского, Рощинского, вот это вообще вот отдельное, скажем так, ну, я знаю, что силовики тоже этим вопросом занимались. Собственно, я откуда погрузилась в этот СПК «Урожай» и вот этих всех перетоков активов агросектора. Там несколько районов попадают в круг, скажем, вот этого увода. Там и Аургазинский район туда летит, вот этот Гафурийский район. Где-то около 4 районов прилегающих. Это все вот концентрация, скажем так, агроактивов, которые у нас деловые, качественные. Более того, мы четко убедились, все данные ИГРН, и они подвешены в воздухе. Они готовились к уводу. Вот это я точно говорю. Угу. Пока не наступило СВО и санкции не ввели, вот это единственное спасло их от совершеннейшего вывода, скажем так, в бенефициарство неких иностранных структур. Мы причем четко, я говорю, иностранных структур. Я правильно понимаю, что в общих чертах схема такая, что актив меняет прописку, в результате доходы физических лиц не остаются в районе? Или по-другому? Там вообще была применена у них интересная история, она была неожиданной, почему и следов-то тяжело было найти. Была применена банкротная схема, причем банкротил эту структуру ровно те, которых потом, скажем так, подозревали и по делу, скажем, большого хапка. То есть эта история началась очень давно, на самом деле. И мы вот эту, когда всю историю раскатали, на конце он все-таки подвешен был в воздух, и актив снесен фактически с ЕГРН с оценкой. Потому что неважно, кто владеет, если имущество зарегистрировано на территории района, без разницы, кто владелец, он будет платить. А тут его вообще обнулили и вывели. Ну, говоря о текущих новостях, нельзя не сказать вот о теме, которая на той неделе немножко, так сказать, была в повестке. Это предполагаемая встреча Ради Хабира и Владимира Путина, которые якобы на 2 апреля назначили, потом вроде никаких сообщений не было. Что вы знаете на этот счет? Ну, вот буквально разве перед эфиром я все-таки предлагаю всегда опираться на официальные сведения. Первое. Каждое утро за кофе читаю «Коммерсант», федеральный «Коммерсант». И вот сегодня федеральный «Коммерсант» как раз разместил достаточно информативную статью, так скажем, по встрече губернаторов, потому что туда было вызвано, насколько я понимаю, в своей очереди ожидают где-то около десятка минимум губернаторов. Все, что озвучил «Коммерсант», что прошла встреча с губернатором Забайкалья, Сахалин. И да, говорит, что Хабиров и губернатор Калмыкии ожидают в своей очереди. Причем, если прогрузитесь на сайт Кремлин.ру, там еще были фамилии приведены, да, кто ожидает очереди. Всего 5 губернаторов встретилось. Вологодская, да, Забайкалье, да, Сахалин, Тюменская и Курганская область.
Кремлин все-таки выдает официальную информацию. И у нас интересная ситуация сложилась, потому что вот сама давала недавно интервью пруфам, да, где они сказали, мы точно знаем, что они встретились все-таки. Но в информационной повестке, ну давайте так, как и в пруфах сказала, и здесь скажу, да мы бы по каждому телевизору, из каждого бы радио об этой встрече бы просто слышали, если бы реально, скажем, именно даже не сам факт встречи, а прошло одобрение на второй срок. И самое смешное, что вот та же статья «Коммерсант» между делом в конце подчеркивает, я ее сегодня выложу на всякий случай, чтобы разъяснить поподробнее, выложила следующий момент, что тем не менее, в связи с отставкой правительства РФ ожидается серьезная кадровая ротация, и что часть губернаторов ждут свои, так мы говорим, вертикальные взлеты, возможно, в конфигурацию будущего правительства РФ. И вот все, что я сейчас вижу, я четко понимаю, да, Хабиров был в Москве, был неделю. Состоялась ли встреча с президентом, не состоялась. Утверждать пока, вот наверняка, я не буду. Эту встречу, возможно, отодвинули, то есть в холостую съездил. А если и встретились, и если не освещают, то только одно. Ну, ты не остаешься в субъекте, тебя, скорее всего, в том числе попросился в Москву, наверное, на федеральный какой-то как вариант искресл. на новой территории можно российские рассматривать назначение. Ну, там любопытно, кстати, вот посмотреть, если всех губернаторов, там, например, и Аксенов тоже туда едет, да, у него, оказывается, тоже срок выходит. Там очень много интересных губерний. Но, мне кажется, Ради Фаритович так хочет в Москву почему-то. Ну, возможно, там у него И есть вот какие-то корни уже, недвижимость, в конце концов. Даже вот сам факт того, он же вернулся в пятницу. Он уже в пятницу был здесь, на территории. Вообще это для меня, честно говоря, показатель неуважения к своему народу, к своим, скажем так, башкортостанцам. Потому что ты официальный глава, ты съездил в Москву, тебя не было неделю. Реально у нас республика была практически без власти неделю. Потому что, ну, вы же, скажем так, он был в командировке, соответственно, исполнение обязанностей он на Назарова не передавал. То есть он оставался, как говорится, при подписи. Вопрос, ты вернись и скажи людям, вот та же самая обратная связь. Чего ездил? У тебя отпуск был. Да, в общем, формально... в этом ничего сложного уже нет. Да, в этом ничего сложного нет. Но вы успели его осветить там, сям, да, какие-то его разъезды уже вот после, скажем, с пятницы. И ни слова о том, что вы встречался, не встречался с президентом. Что ты вообще в Москве делал? У нас там ни Сабантуев, ни форумов, ничего не было. Ну, возможно, сегодня на оперативке что-то прояснится. Напомню, она, по-моему, в 12 часов намечается. Разив, это неуважение. Я понимаю, возможно, ваше мнение абсолютно верно. А и следующий момент. Вот в выходные стало известно, что из зоны специальной военной операции возвращается на свой пост, и, может быть, и на свой пост, Азат Бадранов, вице-премьер. Как вы считаете, ожидает ли его повышение, может быть, какое-то? Вообще, может быть, вы знаете о нем побольше, раз вы там работали в исполнительной власти? Ну, я с Бадрановым знакома, будем так говорить. Меня буквально в 22 году летом Бадранов включал в свою комиссию по недропользованию. Мой материал должен был стать основой для, скажем так, работы этой комиссии. Он и стал, кстати, даже без меня. Работать они по моей методике не могут, но тут просто уметь надо. Ну, ладно. Я его, кстати, при этом мы ни разу лично не встречались. У нас вот как-то так интересно прошло в заочном формате знакомства. Но анекдот заключается в чем? СВО для многих, и, собственно, должно было стать неким таким золотым парашютом, да, возможности замены вот этих вот федеральных кресел, да, вот это федеральный, скажем так, в послужном списке должен быть федеральный опыт. И Бадранов с отправкой СВО достаточно искусственный, мы это все увидели, как его подняли до статуса лейтенанта и так далее, понятно. Уехал решать свою задачу. Сейчас резко возвращается. Но до этого пока на уровне слухов, не буду говорить информации, все-таки прошло, что его пытались согласовать на место Забелина, потому что Забелин уж тоже давно ждет перевода в Москву, и якобы Кремль не согласовал переход к Бадрану. Ну все эти совокупности событий, вот я чисто по-человечески понимаю, что ну и что ему там на СВО делать, раз не сработала схема. Вот он и возвращается. На какое кресло сюда? Ну, у него есть кресло, он вице-премьер. И, собственно, сейчас, если будут вот эти подвижки, даже федеральные,
Они, даже если вдруг с каким-то стихийным образом будет сохраняться наша конфигурация власти, да, правительства, оно по определению требует здесь, скажем, наличия людей в работе. У нас правительство, извиняюсь, ну, крайне пока беспечно относится к своим обязанностям. Вот это я тоже могу сказать. Да, Хабиров возвращает, потому что, ну, все, смысла оставлять его на свой, ну, просто бюрократического уже не осталось. Теоретически может Азат Бадранов заменить Хабирова на посту главы на следующих Ой, выборах? тогда это вот просто, Разив, Как раз вот эта лестница сработает. ну, мы сплетничаем тогда, получается, потому что нет, конечно, я, конечно, уже от Кремля, честно говоря, чего угодно жду. И меня уже вот начинает просто пугать иногда их решения, просто пугать. Они вне логики, вне смысла, вне, опять же, вне объяснений своих действий. Потому что дело даже не в Бадранове. Ни как в человеке, ни в коем разе. Я говорю, я не знакома с человеком, вот, чтобы прям я с ним беседу вела, я отстранюсь от оценки. Но я точно знаю, как вибрирует за Урале просто на одну фамилию. Вы хотите здесь реально социальный взрыв? Это просто взорвет республику, То это есть я вас правильно оплеуха. понимаю, что Азат Бадранов имеет некое отношение к баймакским событиям? Дело даже не в том, что он имеет или не имеет отношения. Он достаточно четко, публично, они зачем-то с Фаилем Алсыновым вступили в эту полемику, Я да? просто перебью, напомню, что Фаиль Алсынов внесен в список экстремистов-террористов. Просто должен сделать. Да. Они вступили в эту полемику публичную, длинными текстами, полурусский, полубашкирский язык, что там половина людей даже ко мне постучалась, Дилар Закон, как вы понимаете, этот перевод или прочтите оригинал. Я вообще тогда не поняла, зачем вице-премьер вступает в какой-то странный спор, пытаясь в чем-то кого-то убедить. Причем, ладно бы в каких-то бюрократических историях, там очень достаточно личная история, какое-то познание вот, исторических моментов башкир, вот эти вот какие-то легенды. Зачем? Не поняла я его. Поэтому, но я точно выяснила из этой истории конфликт. Причем такой достаточно серьезный, непримиримый конфликт. Идет серьезное неприятие, скажем, вот башкирской активной общественностью, та, которая, собственно, и представляет, наверное, Баймак сегодня, господина Бадранова. Поэтому, если Москва хочет вот прям щелчок, ну тогда давайте так, это просто некрасиво, но я, наверное, все-таки озвучу, что все боятся. Тогда, извиняюсь, Москва просто дает от души оплеуху республике. Ребят, я не думаю, что в бюрократической повестке такая постановка вопросов в принципе может быть. И я поэтому говорю, я бы поостереглась вот от вот этого размышления, что Бадран хоть когда-нибудь, ну, по крайней мере, в этой пятилетке может, извиняюсь, ну, претендовать на первое кресло. Это будет оскорбление здесь, в То республике. есть и риск для социальных потрясений каких-то, скажем так. Это... И в профах говорила, и здесь скажу, это может уйти в самую негативную плоскость. Она даже не в бунты, нет. Не выходы на улицу даже, не это страшно. Она уйдет, знаете, в такое тихое неповиновение. Ну, саботаж. Это как сидячая забастовка, да. Люди настолько разочаруются, потому что сейчас они верят Москве. Вот даже невзирая на все, даже невзирая на заявление генпрокурора, у нас какая-то в Башкирии упертая в этом отношении уважение к Ну, это федеральной традиция власти. доверять федеральной власти. Почему нет? Я думаю, что Москве очень важно сохранить вот это, ну, скажем, доверие, которое сегодня, как ни странно, невзирая на все события, есть у народа к федеральным властям. Я даже иногда разговариваю с людьми, я прям четко понимаю, они вот этого уже разочарования, наверное, где-то вот пережить и не смогут. Для них это будет вот определенная точка невозврата. Поэтому, ну, тут надо Москву предостеречь. Нельзя с такими вещами играть. Ну, продолжая тему немножко, вопрос от нашей аудитории. Здравствуйте, какова дальнейшая судьба наших башкирских егетов из баймакских событий, которых арестовали? Что-то можете на эту тему сказать? Знаете, не могу сказать на самом деле, потому что в какой-то период ко мне еще обращались адвокаты, те лица, которые их ведут, и я подсказывала какие-то юридические моменты, которые им надо обратить внимание. Я, насколько поняла, там развивается достаточно негативный сценарий все-таки. И вот уже, опять же, да, все будет как представление в суде. Сложно. Я пока шансов на положительный исход не вижу. Что вы можете сказать вот
на ту информацию, нам вот адвокаты сообщили, что, скорее всего, первые 10-12 дел будут в первоочередном порядке осматриваться не в Уфе, не в Башкирии, а где-нибудь там, допустим, в Самаре или в Москве. О чем это говорит этот факт? Если, смотрите... Если это исполнится, естественно. Нет, там эта вероятность может быть по одной маленькой причине, что забрали дело все-таки в СК РФ, и оно там. И поэтому, собственно, там, где последственность, там и пройдет суд. Но решение это принимается всегда отдельно. Это не гарантия, это не обязательно. То есть вот это в этой сфере практика басманных судов, это не факт, что так будет. Но вероятность, то есть возможность юридическая, она есть. Понятно. Так, есть ли коррупция в пенсионном фонде? Я не знаю, вы можете на этот вопрос ответить или нет? Ну, коррупция в чем? Вот я просто не понимаю. Ну, смотрите, пенсионный фонд – это старая структура, возглавляемая фактически одним человеком очень долго на территории Республики Башкортостан. Сегодня и нет пенсионного фонда. Давайте так, после того, как состоялось в прошлом году объединение социального фонда и пенсионного фонда, сегодня он называется СФР. Это все-таки территориальное отделение федеральной структуры. Вся их задача, собственно, вот сейчас уже в электронном виде, наладить учет электронных трудовых книжек и вовремя и правильно посчитать пенсию. Если кто-то думает, что туда мешками свозят деньги, и они их там в конвертике и потом рассылают по почте, нет, такого нет. Они вообще не прикасаются к технологии, скажем так, распределения денег. Есть только внутренние какие-то из серии украли пачку бумаги, ну, извините, ну, это уже... Ну, то есть там даже, может, и основания для коррупции как таковой нет? Да, в принципе... Раз все так технологично, если устроено, без участия людей, как бы человеческого фактора, если нет, то... Пенсионная реформа, она сама к себе привлекает внимание только по одной причине, что вот когда образовались вот эти негосударственные пенсионные фонды, которые, скажем так, могут использовать деньги официальные, да, отчисляемые в пенсионный фонд и эксплуатировать их сами, якобы давали повышенную доходность. На самом деле и многие, вот, спящие деньги там как бы автоматически зачислялись, скажем так, в государственный пенсионный фонд на минимальную доходность. У нас вообще, скажем так, пенсионная реформа бесконечная, она не гарант, по какому принципу в итоге вы будете получать пенсию. Будете ли вы ее получать... Ну, будете, наверное, да? Но у нас либо возраст передвигают, либо проценты пересчитывают, там, либо ставку переустанавливают. И система очень сложная с этими баллами и прочим. И она меняется. Она не гарант. И поэтому я где-то для себя очень-очень давно, вот поверьте, еще в 2000-х, когда мне было 25, я приняла для себя решение, я на пенсию не ориентируюсь. Я четко уже тогда поняла. Решение в отношении пенсионных выплат у государства нет, и она пока подходов к этому не нащупала. Вернемся к событиям в республике. Андрей Назаров отчитался о работе правительства за 5 лет, если не ошибаюсь, на прошлой неделе. Что вы можете сказать об этом отчете? Судя по отзывам некоторых депутатов, в том числе и Толкачева, мы можем правительство только хвалить за эти 5 лет. Вы также считаете? Ну, я разместила пост на эту тему, да, я взяла за основу, в общем-то, тезисную статью «Коммерсанта», где озвучены ключевые цифры. И вот там сколько, 9 пунктов я, по-моему, выделила, и все, они ложь. Вот просто одним словом ложь, наглая, беспринципная ложь. Я причем уже даже не понимаю, зачем вот так ее продавать. Эту же информацию можно было продать по-другому. Но вы реально врете. Ну, можете пример один привести? Вот самый такой смешной просто он сам по себе. Драйвером роста является субъекты малого и среднего предпринимательства, коих у нас 136 тысяч штук. Но тут надо сказать лукавство Андрея Геннадьевича, он туда закинул и ИПшников. Во-первых, это не только ООшники, там еще и ИПшники, которые... Давайте так, я их все проверила в Республике Башкортостан именно как субъекты малого предпринимательства. Процентов на 70-80 просто в тени. Это нулевки. Они не платят ничего. У нас известно... То есть никакого драйвера здесь нет, они просто... Они просто... Существуют. Они существуют, причем, ну давайте так, я же обделала этот анализ, да, именно по упрощенке, уплате. Причем их очень много существует в Уфе, и среднее, что у нас платят в Уфе вот, предприятие, это 1400 рублей в год. Уфа.
Ну, это очень... Это упрощенка налог, это значит, он вообще ноль показывает. И у меня дальше вопрос, зачем они существуют? Ну, это обнальные и прочие, скажем так, структуры, которые, может, Ну, либо и люди, которые просто хотят зарабатывать деньги, но не могут не выдержать налоговое бремя, заморачиваются. там, условно говоря, Нет, нет? даже не заморачиваются. Давайте так, вести бухгалтерию, это затратно, умно, можно просто качать деньги, ну, пока им не хлопнут счета. То есть они именно вот почему-то считают, что количество предприятий показывает качество их предприятий. Нет, не показывает. Более того, наш бюджет, вот если уж про драйверы роста бюджета, традиционный, ничего из этого не изменилось. Процентов на 80 укомплектовываются чисто доходными поступлениями от нашего крупника. 26 крупнейших предприятий, которые платят 80% бюджета. Все остальные 20% размазываются, и поверьте, это не предприниматели. Там у нас и безвозмездка, там у нас вообще и штрафы, и акцизы. То есть то, что предпринимательство нам фактически дает, ну давайте так, вся упрощенка Республики Башкортостан это около 10 миллиардов. Все. А в процентах примерно? Но если у нас бюджет сейчас принят 300, ну, 311, давайте так, налоговыми, неналоговыми доходами, там где-то 200. Вот 1/20 часть. Это, 5%. извиняюсь, статистическая флюктуация. Вот я ее так называю. Вот этот наш драйвер роста. Ну, а самый циничный пункт, по мне, так это вот сама цель, да, улучшить жизнь населения. И при Там этом... же даже такой громкий лозунг, вот он как бы очень хорошо звучит, сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни в России. Шикарно звучит. Причем для населения. Вот я не буду даже сейчас спорить с вымышленными ВВП. Это потому что реально я знаю лукавство этих цифр, я знаю, как они формируются в базе. Там, поверьте, есть к чему придраться. Я даже сейчас не про них. Я про доходы. Вот про самую, что ни на есть, зарплатку. Она реально зарплатка. Вот уничижительное именно слово. Нет, ваша статистическая зарплата. Я тоже знаю, как она считается. Но По-моему, средняя зарплата 56 тысяч считались. указано это статистически, но они берут работающее население между собой, условно говоря, делят. А я беру НДФЛ по поступлениям. То есть я считаю, если ушел НДФЛ, так как в силу закона расщепление происходит одномоментно, то есть платежки уходят день в день. Одна уплату НДФЛ, одна выплату зарплаты. Я посмотрела, сколько у нас зарплат. Так у нас 2/3 территории ниже МРОТ. Ребят, о чем вы говорите? Я там вышла, по-моему, на показатель около 30 тысяч рублей. Средняя заработная плата реальная, вот подсчитанная по данным ФНС, и с обратным пересчетом вот этого НДФЛ. А вы какой регион России можете назвать в качестве лучшего? Я сейчас никого не могу назвать. Ну, не знаю, Москва, Санкт-Петербург. Объясню. Ханты-Мансийский, может быть, округ. Вот объясню, у каждого есть свой плюс, у каждого есть свой минус. Вот Ханты-Мансийск, по-моему, там же «Русал» находится, да? У нас был, например, скандал года 2-3 назад, когда их «Русал» взял и вынул авансовый платеж. И вся Россия гасила их в феврале, да? Они 80% бюджета им делают. И неуплата какого-то налога «Русалам», она моментально роняет... Сказывается на Да, на она жизни. точно так же. Если они переплатят, они в шоколаде. И наоборот, да? Москва – это вообще нечестно, потому что мы скидываемся на содержание Москвы со всех субъектов Российской Федерации. Москва сама на себя не зарабатывает. Мы на содержание столицы каждый субъект отчисляет. Мне очень нравится Петербург. Это правда. Но Петербург неприменимо сравнивать к нам, потому что это город федерального значения. Он не содержит так называемых пустых территорий. Город все-таки это более высокодоходная история, а у нас... извиняюсь, дырки между городами с размером с маленькую Францию, да. Вот и поэтому прям вот взять Республику Башкортостан по-честному с кем-то сравнить, аналогов нам нет. И даже Татарстан нам не аналог. У нас по состоянию лесфонда более 50, ну, где-то около 50% лесфонд. Татарстан не в этой истории. У них все-таки вот равнинная, сельхозка, да, если лесфонд есть очень мало. И, опять же, рудная база совершенно другая. Мы просто по-другому диверсифицируем. У нас ближе мне нравится, вот, кстати, как Самар растет. Мне, как ни странно, нравится Нижний Новгород, но он тоже, вот, скажем так, сам Нижний хорошо растет, а вот Нижегородская область, так скажем, послабее, например. Ну, продолжим еще повестку текущую в республике. Недавно появились сообщения, что заведено уголовное дело против руководства строительной компании «Гранель», которая близка премьер-министру Андрею Назарову. Наконец-то. Что можете сказать об этом деле, что вам известно, какие могут быть самые главные последствия этого дела?
Единственное, дай бог, чтобы это не было последствий, как в деле Мансурова, да, который на конце как-то никому неизвестно, как отторговался с федеральной налоговой. Я причем в эти два дела, почему ярко подчеркиваю, у них одинаковые, прям как ценник у налоговой, 350 миллионов у одних и у других, типа вот этот намек на размер взятки, да. Мгм. Меня скорее из этих двух дел, если еще третий случай такой появится, то я прям четко понимаю таксу федеральной налоговой службы 350 миллионов. Таких совпадений не бывает. Мансуров ушел через суды, частично что-то загасил, он спорит с самой цифрой и, собственно, соскочил с уголовки. Давайте так. Мгм. Насколько Гранель будет в состоянии это сделать, чисто юридически, не знаю. Покажет время. Но то, что арестовали двух директоров, фактически, и ну, мы же наблюдаем за Подмосковьем уж в силу нашей любви к Красногорску, да, и да, есть дела обманутых дольщиков за группой компании «Гранель», да, и там много-много отдельных претензий, как именно застройщику. Некачественному застройщику, еще раз говорю, который допускает все-таки вот срывы договоров именно со своими физическими лицами. Да? Поэтому налоговые оптимизации видны. Сможет ли налоговая докрутить этот состав? Ну, тут уже все к налоговой. Если это такса была, ну, не знаю. Мгм. Это вот опять же все, вот опять же про коррумпированность системы в целом. Насколько она сегодня в целом законопослушна и в состоянии исполнять, скажем, законом установленные, в том числе и правоохранительные функции. Эта весна отличилась паводком. Вот событие в Оренбургской области, там затопило город Орск. Даже дошло до Хабинского района. Вот видео появилось в выходные. Там люди собирают рыбу мешками. Красивое видео, да, Из-за того, что хорошая вот вода рыбалка. дошла и до Хабинского района. А в Уфе ситуацию, значит, тревожит садоводов. Тоже очень много видео появилось в эти выходные, что изменилось русло реки Юрмаш, утверждается, из-за строительства восточного выезда, и теперь эта речка затопила садовое товарищество. Что вы на этот счет сможете сказать? Знаете ли, возможно ли, что это действительно причина застройщиками вызвана вот это, либо все-таки естественно какая-то причина? Вот давайте так. Всегда все-таки предлагаю доверять мнению не обывателя, а все-таки профессионалов. Здесь реально теперь нужно заключение. Я просто хочу обратить внимание. Восточный выезд строился не один день, не один год. А, скажем так, на моей памяти лет 10 он строится, и достраивается или существует, неважно в каком статусе. И поэтому проблема, если это была проблема гидротехническая, именно перегородили русло реки, то она уже как минимум у нас каждый год туда всплывает, будем так говорить. Почему только сейчас обратили внимание на то, что, оказывается, она подходит к дороге? Вот здесь, боюсь, немножко вот этот пиарный момент все-таки отрабатывается, да, вот этого усиленного внимания вообще к этой дороге. Но могу сказать в пользу этой версии только одно. Я, например, в курсе, как 2-3 раза менялся проект восточного выезда. Менялся он, кстати, совершенно банальной целью, дабы обойти вот этих садоводов, потому что был составлен реестр первичный участков, подлежащих изъятию, а потом наши же хулиганы, да, от Росреестра и от города, начали на пути прохождения трассы, вроде вот список определен под выкуп, пририсовывать, будем так говорить, дополнительные участки с целью, ну, скажем так, вот стандартная схема на выкуп земельных участков. Ну, чтобы вы больше денег получить, что ли? Да, ну, кто-то хотел денег. Там даже ко мне подъезжали прямо, вот клево. У нас там, мы держим документы от какого-то сада, если мы его туда перенесем, вот прям вот здорово. И я точно знаю, мы общались тогда с Мансафом Низакаевым, вот он вел этот вопрос, что прям они меня даже сами просили, он говорит, покажи оптимальный маршрут так, чтобы мы никого не задели. Проект уточнялся, это раз в 2, скажем так, они смотрели трассу прохождения. Поэтому от первоначального проекта там, до сегодняшней прокладки, да, скажем, дороги, она несколько иная. Именно наземная часть, там, где сады. Вот эта вот история, что да, часть народу посчитали себя, пускай я скажу, кинутыми тем, что восточный выезд не стал выкупать. Возможно, он имеет шлейфовый какой-то момент. Поэтому вот здесь я все-таки предлагаю специалистам, потому что проектный институт, который поставил свою подпись и печать, и если он не учел, ну, скажем так, грунты, он, извиняюсь, башкой отвечает за это. Это дело такое серьезное, подсудное. Ответит проектировщик. Не строитель, не республика, вот это я вас огорчу,
Никто здесь на территории, а именно тот, кто проектировал восточный выезд. А это структура, давайте так, ВТБ. И сейчас вопросы эти все туда. То, что у нас в Орске, ну, это, кстати, вот тоже показательное наводнение в Орске. Я здесь прокомментирую, ну, тоже вот как специалист, скажем, земельно-имущественных отношений. У нас же тоже есть такая проблема. Вот, например, Павловка, да, вот эта дамба, которая ремонтирует ее, не ремонтирует, но она не молодая. И вот этот момент прорыва, особенно вот этот острый вопрос стоял, когда Саяно-Шушенскую прорвало. А что будет, если у нас Павловка не выдержит? Я, кстати, видела критический план затопления Уфы в случае Павловки. Но вот я живу на высокой точке, да, микрорайон Колгуевский. Меня не затопит, остальные все практически под водой. Вот это страшная на самом деле история. Кто должен ремонтировать такие дамбы своевременно? В нашем случае Интеррау. Там я единственное в Орске не поняла, это был гидротехнический объект Интеррау или просто дамба, да, которая сдерживала русло реки. Если это Интеррау, вопросы к Интеррау теперь. Почему вы не проводили надлежащее обследование и все остальное, да, и своевременный ремонт дамбы? Но если это не Интеррауский, значит, это ФБУшка именно, федеральное бюджетное учреждение, обслуживание дамбовых сооружений. У нас, кстати, в Уфе тоже такая есть, строительство и обслуживание дамбовых сооружений реки Белой. Это тоже тогда к федеральной структуре вот этой все вопросы. Почему вы своевременно не заявлялись на финансирование, не проводили ревизию дамбы и так далее. Сейчас очень поэтому такая смешная история, она не к субъекту. Оренбург очень бедный. Он очень бедный субъект. У них реально бюджет, ну, там, в разы, скажем так, хуже, да, скажем, по количеству. Они экономят буквально на всем. Это не наша республика, которому с барского плеча там взять и кинуть, да, вместо федералов там свои какие-то истории. Поэтому здесь будет очень серьезный вопрос именно к федеральным структурам. Либо к Интеррау, либо вот к этой ФБУ, которая у нас отвечает. Ну, это вы говорите про Павловку. А если вернуться все-таки к реке Ермаш, которая, ну, по мнению горожан, изменила все-таки русло и теперь идет вдоль этого трассы, подмывает эту трассу, тот же песок, который был насыпан на насыпь. Алгоритм действий какой у горожан должен быть? Он сейчас будет очень Что они простой. должны сделать, чтобы как бы себя спасти, свои сады, имущество? Что можно предпринять? Я просто скажу, как будет действовать власть, да, и от этого станет понятно, как будут действовать все остальные. Ну, первое, если все-таки именно затопление, ну, давайте так, сады, которые не с пропиской, они не будут являться местом, скажем так, для эвакуации, да, населения. До этого должно быть доказан факт проживания постоянного места жительства, хотя в части не садов, а именно дачных товариществ только разрешена прописка. Вот здесь прошу, коллеги, не путать. Второй момент. Власть дождется, когда она высохнет. И, ну, это ждать обычно неделю-другую, паводки у нас дольше не стоят. В этом году, правда, много снега в районах, я общалась, и лед пошел вот как пошел, вот так резко. И, собственно, вот этот паводок – это эффект погодной аномалии. Соответственно, сейчас высохнет. Обслуживание дороги «Восточный выезд» ведется, она пойдет на экспертизу, это стандартная процедура, и будет дано какое-то заключение. И относительно этого заключения будет понятно, все-таки имеются признаки у нас изменения русла реки, имеются ли признаки подмывания, скажем так, основы дороги, и будет помимо этого ГУМЕРом, да, наш ГВЧС, соответственно, дана оценка вот этой стихийности, да, скажем, событий из зоны поражения населения, скажем так, этому событию. Исходя из вот этих двух заключений дороги и нашего МЧС, должно будет принято решение. Здесь, я думаю, люди не должны сильно переживать, потому что это все-таки уже компетенция совместного ведения, плюс федералы. Но какие меры примут? То есть будет ли у вас компенсации, давайте, если уже возвращаться к шкурному вопросу, нет, не будет. Потому что вам нечем доказать, что у вас что-то было. Я неплохо знаю это место. Вы имеете в виду, там должны быть какие-то юридические свидетельства, что это ваше собственное, что да, или что-то другое? Да, во-первых. А вы думаете, таких у них нету свидетельств? Почему? Ну, во-первых, люди у нас безобразно относятся к документам и искренне считают, что сад их, если они продали садовую книжку, который гулял раз 50. Нет, можете выкинуть в топку, это не документ.
Это раз. А должно быть что-то, какой документ должен быть? Выписка из ЕГРН, то есть вот это надлежаще зарегистрированная запись в Росреестре, отдельно на землю, подчеркиваю, отдельно на объект капитального строительства. Вот здесь, ребят, тоже очень важно. Не временное сооружение, потому что иначе в эту историю влетят все, извиняюсь, туалеты, да, а-ля скворечник и многие сыроюшечки. Нет. Закон четко в отношении дачных товариществ и садовых товариществ говорит. Во-первых, у нас понятие дача уже ушла. Все, кто успел оформить, молодцы. Все, кто не успел, извините. Земельный участок, он не пострадал, будет считаться. У вас там урожая не было. Да, конфигурация земельного участка не изменена. Что не так? Единственная базовая претензия у вас может быть, и то, если это признают все-таки катастрофы, скажем, техногенного характера, если эта причина будет установлена, на объект капитального строительства, то есть дом. Вот что зарегистрировано? Зарегистрировано 10 квадратов. Многие же так регистрируют, чтобы уйти от налогообложения, а многие вообще не регистрируют, я еще раз говорю. И поэтому у кого есть свидетельство в ЕГРН, потом, скорее всего, потребуется оценка оценщикам в отношении объекта, какие были, скажем так, его стоимости. И, опять же, будет необходимость акта фиксации именно, что был нанесен ущерб. Именно что до и после, доказательства до и после. Восстановление вот таких нарушенных прав будет возможно только в суде при наличии документов. У большинства их просто нет. Ну, печально, скажем так, честно говоря. Я думаю, то, что услышали, хотя это объективная информация, по большому счету. Да, на это вот ничего не повлиять невозможно будет. Вопрос от нашей аудитории. Уважаемая Дилара Зукановна, получила ли республика экономический эффект от предоставления налоговых льгот крупному бизнесу? Нет, абсолютно ни одной льготы. Я поэтому наглядно достаточно показала. Башнефть ни плюс, ни минус 20 миллиардов дала дивидендами, 20 миллиардов не заплатила налогами, да? Ну, то есть по нулям вышли, да? При этом мне ФНС России сказал, что это якобы была такая льгота. Типа верю. Почему типа? Потому что ФНС достаточно подробно описывает такие истории. В отношении примененных льгот по торговым центрам, которые у нас действовал в период ковида и так далее, ну, давайте так, это была вообще просто... Я вообще считаю, что это должно было подвергнуто, вот до сих пор быть подвергнуто коррупционной, скажем так, аффилированности и заинтересованности премьер-министра. По одной причине. Там все очень просто. Во-первых, я-то, в отличие от некоторых, выручку блюду за предприятиями. Так вот, я точно могу сказать, в период ковида ни одно торговое предприятие не пострадало. Более того, вот этот эффект дефицита начала года, да, когда их там закрыли якобы от реализации, оно как рогатка выстрелило в конце года. Народ как сумасшедший кинулся в эти центры закупаться. На самом деле был ошеломительный прирост. У нас ковид дал, на самом деле, на торговлю ошеломительный прирост. А мы их, получается, умудрились еще и от налогов освободить. И мы потеряли гораздо больше, чем, ну, скажем так, в плановый период. И еще раз, освободили-то мы торговые центры, мы не всю торговлю там освободили. И, получается, выигрыши оказались именно владельцы торговых центров и крупные сетевые организации, вообще не мелкие предприниматели, то есть не население, вот я к чему хочу сказать. Мы проиграли везде. Что касается преференций пивным компаниям, по-моему, у нас тоже они еще были предоставлены. Ой, по пивникам я объясню, но это мало кто знает, наверное, это тоже выдам, наверное, секрет такой республиканский. Пивные компании – это одна из самых высокодоходных статей бюджета. И вообще иметь своего пивника на территории – мечта любого, именно по прибыли. И прибыли вот эта вот акцизная история, именно пивники. Фишка в чем? Прибыль и акцизы уходят по месту регистрации компании. То есть физически завод может быть здесь, но он может быть, предположим, зарегистрирован в Татарстане. И пивники этим прекрасно пользуются. Они вот реально ездят по субъектам, по главам, говорят, льготу не предоставишь, я ушел. Он просто уходит путем перерегистрации бизнеса. И я абсолютно точно знаю, что наш ФС регулярно занимается шантажом Республики Башкортостан. Да, им предоставляют льготы. Это вот они, как условно говоря, они озвучивают цифру. Я готов платить столько-то. Вот моя бухгалтерия привыкла платить столько-то. Устраивает?
Вперед. Не устраивает. Ну, то есть это вы придумываете льготы, чтобы я вписался в эту цифру. Неужели нельзя это на федеральном уровне решить, эту проблему, там, запретить, перерегистрировать, там, условно говоря, шантажировать регионы? Ну, это старая история, да, насчет того, что у нас, вот это и есть, называется, олигархические группы, да, которые шантажируют регионы своим присутствием или отсутствием в субъекте. Это я про эту кабалу и говорю. Мгм. Снимите вот это засилие олигархов, потому что, по сути дела, на субъект приходится 3-4 вкусные компании, ну, в среднем, так скажем, по России. И они фактически, уход одного, это уже... Какая-то значительная потеря, да? Все, субъект рухнул моментально. И причем ты влетишь в KPI плохой в Кремле в связи с тем, что ты типа недоговороспособный. И тут еще и такая история. Поэтому, мне кажется, это вообще вся искусственно подогревается Кремлем. На сегодняшний день в связи со сложившейся... Кстати, Москва это тоже видит, потому что в результате вот этих послаблений, скажем так, которые дают вот этим компаниям, бюджеты же тоже недополучают, им не хватает. И получается, Москве все равно надо дофинансировать. И вот эта реформа, кстати, которая ЕНС, да, единый налоговый счет, и перевод всех платежей фактически в один кошелек, а потом уже оттуда посмотрим. Мне кажется, это вот такой ответ Чемберлену. Только он ничего не решил на самом деле. У нас просто все платежи теперь ушли просто в Москву. И многие компании, опираясь на это, приняли решение, мне в Москве легче договориться, я сразу туда перерегистрируюсь. У нас очень массовый исход именно в большие города. Там находится налоговая по крупнейшим ФНС, там все равно находятся вот эти все губернаторы, кстати, которые могут выделить или не выделить здание ФНС, например. И там, условно говоря, короче, вот это плечо договороспособности. И поэтому, да, многие компании сейчас уходят в Москву и в эти, скажем так, структуры, в свои головные холдинги. Еще есть у нас вот такой известный налоговый маневр КГН, да, например, кто не знает, консолидированная группа налогоплательщиков. То есть, предположим, та же Роснефть может существовать там на территории 20 субъектов, но они могут принять решение платить налоги, например, только в одном субъекте, а убытки и прибыли распределять по нулям по остальным. Все. Тут уже как бы зависит от воли федерального центра, это обстоятельства учитывать, не учитывать. Там, Нет, это говоря. закон, они имеют право совершенно самостоятельно применять. Эту норму прикрыли, но те, кто успел залететь в КГН, они уже ей пользуются, вот, скажем, навсегда. Понятно. Это закон. Все, это вот как тараканов ловить. Есть механизмы, да, реально, они как тараканы разбегаются, да, в случае чего их там свет включили, легализация пошла, да, то есть вот, да, мы поэтому всегда просим запретить именно на законодательном уровне вот это метание по субъектам, но этого никто не принимает, у нас же свобода предпринимательства. Ну, хорошо. Немножко о ваших делах, скажем, хочу поговорить. Вы запустили новый проект «Башкирская весна». Да. Я посмотрел уже, по-моему, 3 или 4 выпуска. По какому принципу вы подбираете собеседников, и в чем цель проекта, и надолго ли он вообще рассчитан? Как вы... Мне, честно говоря, навеяло. Я сначала, было настроение, я сначала сделала пост «Башкирская весна», и прям я понимаю, что у людей завибрировало, им надо высказаться. Где-то у меня остался еще вот после вот этого хабировского зова общественников вот этот вот, скажем, тезис, что надо поговорить. Ну, не может Хабиров, я это сделаю, в конце концов, да, то есть покажу, наконец-то, может, он не знает реально, кто эти общественники, кто эти инициативные люди, которых я уже успела со многими познакомиться, и вот я иду последовательно. Вот кто сейчас согласится со мной, скажем, побеседовать перед экраном, люди же еще боятся со мной разговаривать, тут же еще такой эффект есть. Можно выглядеть и глупо, можно... Некоторые почему-то считают меня упертой оппозицией или еще что-нибудь такое, список нерукопожатных. Разные есть вообще, абсолютно разные мнения. Я предлагаю абсолютно всем. Единственный мой личный критерий, я считаю, что беседа должна быть интересной. Я считаю, что я должна быть хоть чуть-чуть знакома с человеком, быть к этому моменту, потому что иначе мы просто будем пялиться друг на друга и не понимать, о чем разговаривать в кадре. У меня 15-20 минут, вот на короткую беседу, не закрываю тему отличной жизни, там, до всего чего угодно, до политики, диалог, вопросы мне, вопросы, соответственно. Общее настроение одно. Я хочу показать тех, кто есть, кто согласится, будем так говорить, и чтобы они сами говорили. Вот услышать, как говорит наша общественность, каким языком говорит, реально, как думает. Моя задача, в принципе, создать просто вот комфортный момент. Мне очень нравится, как у нас проходит в Башкирии весна, она красивая, на таком ярком голубом небе. Не знаю, мне просто вкусную картинку, охота... Оно
людям дает оптимизм. Вот я четко поняла, у меня башкирская весна прям людям нравится. Зашла, они ее смотрят, они смотрят как будто на себя. Как бы они задали вопросы, как бы... И я надеюсь, все-таки власть увидит, потому что я предложила этот формат и государственным структурам. Ряд, скажем, моих бывших коллег сказали, мы будем советоваться. Ну, тут понятно, у них своя субординация. Да, они будут советоваться, при этом сами говорят, ну, блин, классно же, так это надо, мы же можем использовать. Я говорю, причем я говорю, я вам не запрещаю. Хотите, хвалите Хабирова. Я ни слова не скажу. Я не задам ни одного провокационного вопроса. Мне реально интересно, но если вы уважаете и любите, и считаете, что есть достижение, так и скажите об этом. Именно на том формате, который сегодня есть. Я совершенно нейтральна. Я надеюсь, дадут ответ. Вот максимальный ответ будет где-то после 15-го. Вот, пользуюсь вашим эфиром, приглашаю Ради Фаритовича. Ну, наконец-то, да, вот откликнитесь, Ради Фаритович. Постоим, поговорим. 15 минут в кадре. Включили, выключили. Как есть. С первого дубля я всегда даю вот это. Спорить даже не буду, задавать вопросы не буду. Потому что вот предложил Денису Ганееву. Испугался. Напомню, Денис Ганеев, он бывший соведущий редакции «Эхо Москвы» в Уфе. Очень отлично себя держит в кадре. Я думал, он не боится камер. А теперь, видите, но побоялся с вами, видимо, он же официальное лицо теперь, теперь да. Он официально замруководитель, заммэра, да? Заммэра, да, который как раз за медиаполитику отвечает. Когда кресло давит на свои собственные, вот, не знаю, поступки, это, конечно, Я печально. поэтому очень надеюсь, что люди бизнеса, интересных бизнесов, пускай придут ко мне даже, скажем так, вот я бы с удовольствием всех интеравцев послушала, да, чтобы этих претензий не было. Любого. Мне нужен именно вот этот неформальный разговор. Вот скажу так. Понятно. Ну, то есть это достаточно надолго, а цель ли я все-таки по названию показать какую-то новую волну людей? Могу честно сказать, мне так нравилось сочетание «Пражская весна» в свое время, потому что вот то настроение общества, которое есть сегодня, оно вот такое же. История по-разному относится к этому событию Пражской весны. И давайте так, и многие ведь все-таки понимают, что, наверное, надо было искать тогда диалог. И я еще раз напоминаю, наверное, вот этим названием «Башкирская весна» власти неплохо бы искать диалог с общественностью. Ну да, вообще этот запрос на диалог, он был постоянным в нашем, вот сколько я себя помню, постоянно говорилось. Вот нету, допустим, диалога бизнеса и власти. Раньше так было, когда еще в первые годы реформ, перестройки и прочее. Сейчас говорят, что нет диалога между людьми и властью. И вот этот запрос на обновление какое-то в нашей жизни, он, наверное, все-таки присутствует. Вот это название «Весна», да, оно хорошо об этом говорит. Мне, честно, интересно, почему... Реально разные люди, которых я ведь все-таки еще шапошно знаю. И я даже не знаю, что они скажут в кадре, как они ответят на вопрос. Я их вижу по-своему, а когда я вот уже комментарии читаю, разместив 3, люди слышат другое. Некие другие вещи, и они на меня смотрят по-другому. Это им не позволяет раскрываться. Я говорю честно, тоже достаточно эгоистичный момент тут тоже присутствует. Ну и пару последних вопросов, наверное, осталось мало времени. По поводу проекта народного правительства и вашего заявления, что вы готовы участвовать в выборах главы Республики Башкортостан. Эта тема все еще продолжается? Она все еще актуальна? Да, она не то, что актуальна. Я вдруг поняла, что у меня все получилось. Вот этот вот минимальный процент шанс, который есть, я все-таки, видать, все сделала правильно, и Москва никуда не денется. Запустят меня в повестку выборов. Правда, интрига это будет сохраняться чуть ли не до сентября. Еще раз, потому что если это не будет партийный вариант, я еще раз говорю, президент имеет право внести свою кандидатуру, и мне почему-то кажется, неважно, в какой комбинации она сработает. И есть еще один момент, я сейчас разработаю инструкцию, я все-таки за тему прямых выборов, то есть когда население голосует. Есть один юридический нюанс, когда население может дать наказ депутатам, за кого голосовать. Бюрократически выполнимая процедура, времени достаточно, и, в принципе, неважно, что там будет, как говорится, у Курултая в голове, у Центра избиркома в голове, есть все-таки момент возможности прямого волеизъявления. Я сейчас эти бюрократические нюансы собираю, инструктивно изложу, и дальше уже вот от населения будет, и ответ.
Либо они выполнят эти инструкции в желании, скажем, высказать свой голос, законно обоснованный, без всякого вот этого, скажем так, протестного настроения. Воспользуются, либо не воспользуются. Вот и все. Я правильно понимаю, что если по-хорошему взять, то нужно менять систему выборов, избирательную систему таким образом, чтобы было достаточно просто человеку высказать свою волю, ну, гражданину, имеющему право голоса, чтобы не было там барьеров ни муниципальных фильтров, там, ни партийных фильтров, ни всех прочих, а просто вот, как, не знаю, как в той же Америке. Человек написал фамилию, кого он хочет видеть, и это считается его волеизъявлением, это уже принимается, это учитывается. То есть даже без всяких там выдвижений можно, ну, условно говоря, сказать, за кого ты хочешь проголосовать. Мне тоже нравится эта система выборщиков, да, которая есть в Штатах. Я долго смотрела, не понимала, как она вообще устроена, но в ней есть разумное зерно. Мне кажется, что, возможно, в масштабах Российской Федерации сложно, да, это все-таки мы слишком широко растянуты, и у нас непонятное, да, скажем, межсубъектовое общение. Но внутри субъекта почему нет? Когда хотя бы спросить, может, и реально есть внутренний лидер, и даже, мне кажется, надо этим заниматься, если все-таки реально, ну, скажем, возникает на горизонте восходящая звезда, и федералы понимают, что за ним есть вот этот кредит политического доверия за этим человеком, то тогда как раз и берите его, погоняйте на своих ротациях, обучите, поймите, он вообще пригоден, да, к службе, вы тогда его также и народу вернете, не пригоден, предположим, он же сам тогда себя проявит в работе. Сейчас, мне кажется, вот эта история, она уже нужна. Мы много что позволяем власти. И у людей сейчас вот эта обида, что хотя бы раз в 5 лет дайте нам шанс на вас повлиять. Другого шанса, кроме выборов, а курултаевцы, извините, это чисто назначенцы. Они поэтому вот я сейчас четко понимаю, раньше еще были вот эти ручейки коммуникации, ручейки именно, даже я не говорю канаты, да. А сейчас все, Курултай свойский, Белый дом сам где-то в какой-то кошеварне варится, сам в какой-то кошеварне с Кремлем общается. И у меня вот эти вот сироты люди. Я даже понимаю свою популярность. Почему? Я, наверное, за последние 10 лет, который вот реально как бюрократ с ними общается. С уважением, не пренебрежительно. Условно говоря, снизошла даже пускай. А мне сейчас вообще нравится эта ситуация, потому что я, в принципе, на равных и никогда и не отрывалась. Теперь мне даже самой важно именно выйти на народной повестке. Ну да, дай бог, дай бог. Напомню, на этом наша программа завершается. Напомню, что у микрофона был Разиф Абдуллин, моя собеседница, руководитель автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр» Дилара Гундорова. Спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. Спасибо, Разиф, спасибо всей аудитории. До новых встреч в эфире. До свидания.